Электронная форма, планшет и маска. Узнать переписчиков сельскохозяйственной микропереписи несложно. Участие в ней принимают не все. Опрос касается только сельхозпроизводителей. Село в порядке, страна в достатке. Исаханиев трудится на своем подворье уже 20 лет. Только плодовых деревьев на его 18 сотках больше 60. Но здесь есть место и для овощей, зелени, кустарников и даже пчел. Хозяйство большое, поэтому одному не справиться. Помогают дети и супруга. Кстати, на соседнем участке сына они как раз держат всю живность. Мы завезли мы песок, обрабатываем, чернозем привезли. Ну, огород прекрасный. Но нашу семью кормят каждый год. Мы здесь зарабатываем на огороде. Вот, например, картошку мы уже не покупаем уже давно. Условия ведения сельскохозяйственной деятельности, площадь, занятая плодовыми многолетними насаждениями, поголовье сельскохозяйственных животных и размеры посевных площадей по группам культур. Вопросов, на которые предстоит ответить владельцу личного подсобного хозяйства, немало. Все ответы записываются со слов владельца. Весь опрос занимает не больше 10-15 минут. Мы начали работу с 1 августа. Всего перепись длится ровно 30 дней, месяц получается. И определенное количество домов должны пройти. Например, у меня 426, у кого-то там 450. Небольшая разница. И нужно каждый день сдавать отчеты, сколько домов ты прошел. Чаще всего корова, куры почти в каждом доме бывают. И помидоры, огурцы, вот лук основной. Овцы тоже бывают. Понять, как развивается сельское хозяйство в России. Микроперепись поможет получить данные о демографии села, занятости людей в сельхозотрасли, структуре и использовании угодий. В сельскохозяйственной микропереписи мы получаем достоверную информацию о происшедших структурных изменениях в сельском хозяйстве. Разрабатываем прогнозы его развития, меры экономической поддержки и повышение эффективности хозяйственного производства, в том числе по хозяйствам населения. Все данные, собираемые при опросе, обобщены. Это значит, что ни фамилии, ни имена не будут известны, что позволяет получить наиболее достоверные данные. У Лемки Погоровой на 10 сотках всего понемногу. Говорит, что запасов в семье хватает до глубокой осени. Вот это кукуруза, вот огурцы, капуста, морковка. Приятнее. Сельскохозяйственная микроперепись продлится до конца месяца, а результаты станут известны в ноябре. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.